Свое, наверное, я не знаю, откуда каждый человек берет свое. Вот как говорится, энергетика. У одного человека сильная, у другого человека не сильная, понимаешь? Вот что такое энергетика, да? Я не знаю, что такое энергетика, но мне кажется, что это сила твоего духа. То есть есть дух, есть душа, это я понимаю. А есть я, у которого есть дух и душа. А есть эго тоже, да, у которого есть дух и душа. Ты говоришь, твой дух, твоя душа и твое эго. И эго. Давай найдем я. Зачем тебе все эти приспособления? Смотри, кто в этом главный? Кто в этом главный? Я это мой жизненный опыт, я так понимаю, понимаешь? Если нет твоего жизненного опыта, ты исчезла. В принципе, откуда я знаю, кто я, если вот меня не научили? Ты не знаешь о себе ничего. Ты исчезла? Ты не знаешь о себе, что ты Лена, там опыт какой-то. Ну, у меня будет какое-то другое себе представление. Ты исчезла? Нет, мы не о представлениях говорим, я говорю о факте. Ты. Факт я. То, что себя как себя знает. Оно исчезло от того, что ты знаешь, от того, что ты Лена, или Наташа, или Вася, или женщина, или мужчина, неважно. От того, что ты об этом не знаешь, ты исчезла. Что случилось с тобой, который воспринимает все эти концепции? Концепцию души, духа. Тот, кто я, это кто? С ним что-то случилось от того, что ты перестала знать себя как имя и форму. Как? Где? Кто такой я? Еще на данном этапе, я не знаю, насколько это правильно или нет, я ассоциирую с телом физическим. Как ты знаешь, что ты в теле? Ну, потому что оно ходит, оно дышит. Когда ты спишь, ты про тело помнишь? Нет, вот тогда ты я там уже есть? Я. Тогда а я, кто? Это уже душа или дух. Какая же это душа? Вот тоже правильно. Может быть, дух. Может быть, дух. Может быть. Но ты, давай уберем слова, ты осталась. Или ты исчезла? Не в принципе, не должно быть принципов. Нет, то, что знает себя как себя, чувство я. Не называй его ничем. Оно осталось. Нет тела, ты не помнишь о теле. Я осталась во сне. Не исчезла. Смотри, тело исчезло. Воспоминания о теле нет. Ты не знаешь, как тебя называют именем. Что ты женщина, ты вообще себе ничего не помнишь. Думать, что ты вообще, тебе снится, что ты там чувство я, вот чувство я исчезло? Нет. Нет. С ним что-то случилось от того, что исчезло тело или не исчезло? Нет, осталось. Вот что это? А зачем это называть? Ну вот это каждое я несет свою какую-то энергию, мне кажется. Какое каждое? Оно одно. Где оно каждое? Люди живут в масках, понимаешь? Очень многие люди, их много я. Мы говорим об образе. Вот смотри, мы говорим про то, что если ты спишь. Мы говорим о том, что... Я вроде как я, это как тело, да? Я хожу, я говорю, я, да? А вот Анечка говорит, если ты спишь, где ты? Твое я исчезает? Нет, оно же есть. Значит, что это? Твоя душа? Твой дух? Что это я? Нет, нам не нужно назвать это чем-то. Мы говорим о том, что где я настоящий. Вот ты говоришь, я тело. Ну, вот в этот момент я так подумала, да? Если мы отрезали у тела волосы, с тобой что-то случилось? Вот у тела отрезали волосы, короткие стали. Что-то случилось? Нет, и руки, и ноги могут отрезать. Конечно, я-то ничего не происходит, да, с ним, я понимаю. То есть у нас нет границ, получается. В принципе, если так разобраться, если мы часть всего вот этого создания, у нас нет границ. Если это филинги, чего человек находится на другом континенте, и он может что-то сказать о тебе, что было. Но это не только кто-то филинг, это многие. И во всех, да, других, ты права, вещах, да. То как вот это, получается, происходит? Что происходит? Ну как вот человек другой, да, вот может вот вести тебя в медитации, там, да, вот видеть, что тебе нужно. Не то, что тебе нужно, вот, например, кому ты пришел тебе? с запросом, там, что ты вот, там, несчастен, там, или чем-то недоволен. Видит твою фотографию? Нет, ничего не видит, только голос и все. И человек вот так вот... Потому что нет границ? Потому что нет границ? Вот да, вот это вот интересно. Так что тогда такое я, и почему кажется человек... Я предлагаю найти это я, которое не зависит от тела и не зависит от формы. Это, наверное, круто, да, вот это вот. Да ты есть это? Как... Да, это правда, но вот понять это, знаешь, вот именно вот
быть в состоянии вот делать то, что делают другие, вот это вот вообще, мне кажется. Нет, ты хочешь что-то делать. Что ты хочешь делать, что делают другие? Понимать так человека. Ты хочешь что-то с личностью сделать. Ты хочешь что-то с личностью сделать. Видишь, идея какая крутится. Ты увидела, что кто-то может... Я не хочу делать без желания другого человека, наоборот, но я хочу как бы... Смотри, расплылась конкретно. Ты хочешь, что... Помочь другому человеку. Если я могу чем-то помочь, то почему... Что такое помощь? Ну вот, например, то же самое, как вот в этом, на данный момент для меня вот сработает это хилинг. Вот, ты хочешь заниматься этим. Все очень просто. Смотри, сколько было ненужного вокруг одной мысли. Я хочу, чтобы... Я просто не понимаю, как это работает, понимаешь? Может, у нас такого инструмента нет, чтобы это понять? Ну, как-то вот... Так же, как мы же Бога не можем понять, потому что это больше, чем мы. Мы не можем понять так же. Умом это не понять. Умом не понять, оно... Да, умом не понять. Нет, этим просто можно быть. Но ты хочешь конкретно, просто тебе понравилось такое явление, что можно там узнавать какого-то тела, там, жизнь, что-то еще. Чьи-то секреты. Да. И с этим как-то пользоваться. А что такое польза? Почему ты решила, что польза только здесь? Польза, что это? Мы не знаем, что такое... Мы не знаем, что такое польза. Чтобы знать, чтобы понимать, что такое польза, мы должны, чтобы помогать, мы должны знать, что такое польза. Вот, нужно самой сначала так разобраться, понимаешь, увидеть Творца, увидеть, ну, не, конечно, не увидеть его, конечно, но прочувствовать вот это все. Нужно просто отпустить идеи пользы. Тогда польза сама естественным образом сложится, ты даже не будешь с этой идеей ходить. И все сложится, как сложится. Ну как отпустить? Получается, если ты будешь в гармонии сама с собой, ты будешь этим инструменты. Слышишь, ты будешь приносить осознать, кто такой я. Вот, Ксюша, вот у нас с тобой как произошло? Я была сама с собой, я тебе как будто бы вредила, а получилось, что я тебе принесла пользу. Правильно? А чем ты вредила? Ну, в принципе, да, вот если судить, да? Я была сама с собой, была бы я другим человеком, я бы тактично, что она там, что она, ой, да, не надо лучше, да? А я просто была с собой, я не думала, я вообще не думала об этом, понимаешь? Потому что быть самой собой, это нужно себе дать разрешение. Вот у меня очень часто я всегда начинаю тормозить, типа, ой, это так нехорошо, так неправильно. Правильно, это люди подумают о тебе не так, ты должна все-таки тут вот так. Когда ты осознаешь, что он делает, это круто, да. Когда осознаешь когда осознаешь себя, у тебя эта идея исчезнет. У тебя идея исчезнет помощи. Ты поймешь, что кому помогать. Есть ли тот, кто нуждается? Интересно, вот у меня это слово «пользовать», то, что я рассказывала девочке, ну, как бы выделили, я сама как бы этого не видела со стороны, она идет из другого. Клиентка хотела пользу другим. Я тоже как бы хотела пользу другим, но прежде всего вот, пользу себе. Например, с мужем, да? Я говорю, слушай, ты не эксерсайзуешься, и что будет? Там, я проснусь рядом с трупом. Я говорю, я о себе забочусь, мне нужна польза, чтобы ты был рядом со мной, типа, да? Поэтому ты должен вместо дивана ходить со мной каждый вечер, чтобы ты был здоров у меня. Это как бы, я эгоистка, я хочу это для себя, не для тебя. Что ты на меня свою пользу, типа? Нет, да, это вторик, как бы, то есть я, ну, как это, завязывать с эзотерикой, да, то есть, вторично, да, так, да. То есть я пыталась ему объяснить, что я это делаю для себя. Он говорит, оставь меня в покое. Я говорю, я для себя это делаю. Вот поэтому надо разобраться с этим я, который все время хочет пользы. Понимаешь? То есть... Ведь это же он говорит, что нужна кому-то и польза. Сейчас отпустить все, да, это его карма, шмарма и так далее, все. Карма, шмарма. Как мы такая карма не называем. А что такое карма? А что это такое? Можно спросить? Ты видела ее? Кого видела? Карму. Нет, вообще-то что такое карма? Учителя нам рассказали, что карма это это прошлых жизней наработанные вещи, которые человек сам нарабатывает, по идее. Каждая мысль, можно сказать, является кармой. Любая мысль, которой ты цепляешься, за которую ты начинаешь дергаться, следовать ей и не отпускать. Слушай, ну если ты не цепляешься за мысль, например, ты хочешь... Карма привела тебя сюда. Если ты не сделаешь, если ты не цепляешься за мысль и не делаешь ничего, то ты в материальный мир, оно не материализуется. Если тебе пришла мысль, что ты хочешь реновейшн своего дома сделать, ты должна за нее зацепиться, запланировать, чтобы эту форму приобрела. Так. То есть есть полезные, опять-таки полезные вещи, а есть бесполезные. То есть каждый человек для себя решает, что ему полезно. Полезно там на работу ходить, деньги зарабатывать там, и так далее. А может полезно лежать на диване, медитировать. Грубо, да, получается. Да. То есть каждый сам себе выбирает. Этим мир прекрасен получается. А выбираешь ли?
Ты выбираешь? Да. А кто Как? выбирает? Но ты выбираешь. Дух? Ну, не Как? тело. Я не знаю. Тело уже не выбираем. У меня тело выбрало, мне второй туалет нужен был, я не могла, мне надо было бежать, и одновременно мужу надо. А возраст пришел такой, что ты не можешь держать, у тебя идет из тебя. Тебе нужно это уже необходимости тела. Ну, днем тело. Это уже тело, извините, уже тело, например. Правильно же? Получается, Интересные. Как ты делаешь выбор? Ты независима в своем выборе? Ты конкретно меня спрашиваешь? Да, любого человека. Вообще? Ну как это? Конечно, я зависима от ресурсов. Если деньги на это реновейшн, или мне дырку сделать на улице себе, или построить там химический туалет купить, или там ванну переставить боком и поставить туалет рядом. В зависимости от ресурса. В зависимости от с кем ты живешь, согласен этот ресурс так потратить, Дальше. А не так. Дальше. Дальше ты готов пойти на Нет, еще вот ты зависима от человека от чего зависим? Ты его встретил, этого человека, именно этого, а не другого. Это тоже зависимость какая-то. Понятно. Дальше, до самого дна. Так. Погода сложилась, там ветер подул, деревья качаются, дождь, Пошел дождь, мне окно не смогли. планета сложилась, не было планеты, не было... До дна, до дна. Кстати, знаете, что интересно? Недавно послушала по поводу вот этих планет Сатурна. Убежала. Убежала. Ну ты ушла. Расскажи, да. Как куда ты вглубь, тебя что зависит или что? Какой вопрос? До дна. Вот все. Ты понимаешь, что все сложилось в моменте, чтобы ты там выбрала один туалет или другой, или еще что-то. И где эта самая точка, самая начальная, которая вот эту всю карму создала. А где? Аня, ты знаешь? Где? Нет, я не знаю. Я знаю, что это не я, что я здесь не хозяин этого. Надоело стирать, если авария происходит. Блин, туалет нужен второй. Уже потому что невозможно больше так жить. То есть это просто именно, опять-таки, это тело. Тело все-таки сыграло в этом конкретном случае главное. Как оно сыграло? Тело себе, и тело сидит. Вот оно тело. Туалет хочется? Оба тела Хочет. хотят в туалет. А туалет занят. Кто посылает? Все, ты не можешь держать больше. Бог во всем виноват. Кто посылает импульс в тело, чтобы в туалет захотеть или Жрать меньше надо. жрать меньше надо? Так, откуда эта мысль? Ну, мысль, конечно, рождается всегда первой, да. Кто ее родил? Ты ее родила? Мысль. Мысль. Из чего она? Как она рождается? Роди мысль. Возьми, роди. Это непостижимо, откуда она рождается. Непостижимо. Ты же начала с этого говорить, Да. что мы не можем объяснить, откуда рождается мысль. Да, да, да. А потом у нас из-за этого мы не можем, забываем, и получается, как будто можем, и вот что с этим делать? Не, ну как мысль? Если да, есть наблюдатель, который все наблюдает, он все это познает и осознает. Вот. В какие-то же моменты он с нами взаимодействует, он сам с собой взаимодействует, ну скажем так, вдохновение или вот этот, ну когда тебе приходит какое-то озарение там или что-то, ты такой, вот, откуда-то оно, да, там пришло, но ты потом, как вот тоже говорят учителя, если тебе пришел этот момент, да, и ты понял, что нужно делать, ты вот как полностью ты слился с этим, ты ощутил всем полностью, ты ощутил, что вот так, но потом ты как бы это не делаешь, и получишь по носу. Ну, как бы потом это тебе еще сильнее, скажем так. Как нарыв, да? Нет, неправильно. Если ты прицепилась к этой идее, ты сама создаешь. Если ты прицепилась к идее, чтобы что-то тебе пришло, и ты не реализовала, и ты бегаешь с этой идеей, что что-то должно произойти, ну, конечно, произойдет. Ну, интуиция, допустим, она тебе такая бац, вот она тебе четко показала там вот так. А ты потом раз такой, да, я лучше так. Это от лени ты не делаешь, от лени или потому что ты думаешь, другие Потому что-то что ты думаешь, что ты управляешь этим. Пришла интуиция, ты не сделала, как говорит интуиция, ты сделала по-другому. У тебя был выбор? Значит, у тебя не было выбора. Нам все время кажется, что у нас выбор есть. А ты считаешь, его нет? Но мы только что пытались разобраться, в чем твой выбор. И кто самое начальное звено, которое создает выбор, который нам кажется, что мы его делаем. Нам кажется, что вроде как он есть, он кажущийся, он такой ограниченный, там, выбрать то или не то.
Начинаешь исследовать это действие. А что привело к этому действию? Там, ты говоришь, там, избыток, ну, там, средства, там, чтобы средства появились, ты должна была получить образование. Чтобы получить образование, ты должна была родиться в определенной семье, чтобы там это образование сложилось. Эти родители там. И по цепочке дальше, там, вселенная зародилась, в конце концов. Родиться в этот момент времени. Это целая вселенная складывается в миге, чтобы сложился какое-то действие, которое мы говорим, что типа это результат, я это делаю, что это я хозяин действий. То есть наблюдатель, он, в принципе, не взаимодействует. И, скажем так, интуиция – это не послание от твоего высшего я. Все есть послание высшего я на самом деле. Все. Даже то, что ты называешь не интуицией. Если это не послание высшего я, то чье это послание? Ты говоришь, и вот есть интуиция, а есть типа там не интуиция. А чье это не интуиция? Оно чье? То есть если говоришь, что есть высшее я, которое посылает интуицию, значит есть что-то еще? Есть низшее я. Да, где оно? Все оттуда. Как индивидуума нет. Он кажется, что вроде как есть, но начинаешь исследовать, как ты делаешь выбор, как ты рождаешь мысль, как ты двигаешь телом, чтобы что-то сделать. Делаешь ли это действие? Ты знаешь, Нет, ты свободен, ты сама свобода и есть на самом деле. Просто мысль это вот, как паразит сидит, что это я делаю выбор. у меня даже такая вот закрадывается в последнее время мысль, что люди, каждый человек, он какой-то, unless он, наверное, вы как матрица, в самом деле мы живем. Почему? Потому что, смотри, вот наука, нумерология, вот эта астрология, в принципе, по времени и дате, и месте твоего рождения, даже другой раз нумерологии не надо место, и время, в принципе, только дата. У тебя какие-то трейсы, какие-то черты характера, и они работают, и это правда. Понимаешь, вот ты говоришь, вроде бы как мы должны иметь какую-то свободу выбора, но мы приходим сюда уже с каким-то запрограммированным чем-то. Для меня это кажется как матрица. И вот выбраться из нее действительно. А зачем выбираться? Когда что есть пробуждение? Вот тот же самый генные ключи, то, что ты говоришь. То, что это, как он это называется, дизайн человека. Да. Что Зачем это? это? Что это? Вот именно, кто это придумал? Почему регрессии, например, да, вот когда вот ты для игры делаешь регрессию, и ты видишь, откуда появились твои черты. Вот мы делали регрессию, я делала сейчас недавно с девочкой, которая вот это же это хилер, и в этой регрессии ты начинаешь видеть, откуда вот эти вот, все вот эти вот, а почему мысли твои, откуда вот эти вот все мысли, которые уже тебе надоели, ты уже видишь их, они повторяются, ты понимаешь, откуда они пришли, потому что ты увидел, я не знаю, сколько это, ну как-то ты понял, это оно же само пришло, ты тоже там все придумал, да? Ты начинаешь видеть, понимаешь, и что это, понимаешь, это как какая-то матрица в самом деле. А в принципе люди, которые вот видят, наверное, вот находятся, вот могут выйти, не знаю, как это называется, выйти там в какое-то другое там пространство, и они могут это все видеть, они считывают вот это вот с другого человека. Вот это. А зачем считывать? Ну, я не знаю, считывают или как это назвать, нет, просто видят. Пускай считывают, зачем? Видят, зачем? Чтобы помочь ей найти. У кого проблемы? Если ты к нему обратился, ты же не просто так ты смотришь ради интереса. Можно вечно разбираться, потому что мир явлений. Обратился просто к тебе, понимаешь? Мир явлений, не ты в нем. Нет времени, вот именно, что нет времени. Вот нет, мир явлений, я говорю, мир явлений, он изменчив, ты, если в нем будешь постоянно искать что-то, решить что-то, мир явлений, ты пытаешься мир явлений решить. Найди того, на кого не влияет это. У тебя исчезнет эта проблема помочь чему-то, кому-то. Найди того постоянного. Правильно, так я же за это и говорю. Ты и вот есть это он. Хилинг, вот это и работает, понимаешь? Там нет времени, там нет пространства. Там просто человек в состоянии увидеть, что произошло с тобой. Состояние. С тобой, с твоей вот этой вот бесконечный я, который живет вечно. Не знаю, что это. С я ничего не происходит. С я ничего не происходит. С тобой ничего не происходит. Ситуация какой-то была в прошлой жизни, которая сейчас помогло найти проблему, в смысле решение проблемы в этой жизни. Типа вот это она. Вы все время говорите об образе. Вы думаете, что вы какой-то образ тела. Вам просто найдите я, которое не тело. Какие-то, понимаешь, какая-то отдельная частица, какая-то отдельная единица, которая родилась вот в этот день, вот в этом месте, вот в это время. И
На данный момент. В прошлом жизни ты родился в другом каком-то, но ладно, там сейчас что-то не то. Нет, я другое, наверное, хочу сказать. Вот видишь, даже сама не что хочешь сказать. Я думаю, что да, наверное, может это я. Найди. Нет, подожди, матрица, ну матрица-то она есть, просто я не знаю, понимаешь, это же не значит, что ты в прошлом. В чем проблема? Родился. Проблема в чем? Конкретно, в чем проблема? Просто интересно, как это работает. Она хотела твое мнение узнать, я так понимаю, да, Лена? Конечно. Потому что все едино. Все едино. Почему? Ну тоже не почему, наверное, вопрос, а каким образом вот вырваться из этой вот матрицы? Куда вырваться? Вот понять, увидеть. Куда вырваться? Ты думаешь, есть какое-то место, куда можно выбраться? Просто самой себе объяснить, что все нормально. Кто? Подожди. Кто хочет выбраться? Ты не можешь никуда выбраться, если мы говорим «а я», оно вне времени и вне пространства. Вот, Нет, это не концептуально, подожди. Каким я стать? Потому что, смотри, Ты так оно. идет деструктивные мысли. Научись отслеживать мысли. Да я-то их могу отследить. Но она видит, что они Я деструктивные, она вижу, что с этим я сделать ничего с не ним может. сделать не могла ничего. Смотри Но в них. сейчас, в принципе, уже вот после этого хилинга, они у меня, их нет. Она сама себе объяснила через прошлую жизнь, Нет. что вот так все теперь нормально. Понимаешь, просто их уже, этих мыслей нет. Будут другие мысли. Но они Проблема с были мыслями. осознанно. В чем проблема? Проблема в том, что мысли появляются какие-то, которые тебе не нравятся, или в чем именно? Появлялись уже. Появлялись. Да. Все, можно не ходить на тета-хилинг. Нужно. Так, почему? Подожди. Ты же хочешь теперь поддерживать Потому что- это? Ты думаешь, что они Стоп. опять вернутся? Нет, А абсолютно так не думаю. А почему? Потому что есть еще много всяких других мыслей, которые тоже надо избавиться. Уже интересно. Это бесконечно. Вот. Ты как ты остановишь ум? Приходит, потому что Ты не Ты мо- себя очищаешь, ты очищаешь. Почему в тета-хилинге, что там круто? Ты работаешь, Ты подцепилась на состояние. ты работаешь со своим родом. Ты можешь. У тебя нет рода. Есть. У кого я? Кто я? У этого Вот я. смотри, ты опять сползаешь. Мамочки, Ты опять братья, сползаешь в идею дедушки, тела. что? У кого род? У тела. Ты не тело. Где ты? Поищи себя. Родственные души, что такое? Что это? Не, секунду, род есть, я считаю тоже. У кого род? Род тебе каждого дает человека. именно эти вот... Кому тебе? Ну, твоему Ну, я, это твоей воплощение. Ты же персональности. все-таки душа. Ты смотришь за персональностью. Ты тот, кто смотрит на персональность, ты тот, кто смотрит на мысль о роде, ты тот, кто смотрит на мысль, что я есть тело. Ты не затронут ни родом, ничем. У тебя, как источника, нету этого ничего, это просто явление, приходящее и уходящее. Ты это говоришь из сознания тела. Ты сейчас решила, что ты тело какой-то форма. И ты отсюда говоришь, считая себя телом. Но есть тот, кто смотрит, Ну ты же этим телом получил от кого? От родителей? Они-то создали это тело. как они его создали. Ихнее тело создало твое Как? тело. Нет, самое смешное не только тело, они тебе внушили эти... И ген, Не только гены, а все, как только они тебя И воспитывают. все свои Штампы все, прошлые штампы все воплощения свои тебе. ихние тебе переходят. Я вот Кому тебе? Тебе ничего не переходит. Ты не затронут. Воспитывание можешь от мозгу этого есть вот видение. именно Мы просто о разных вещах от говорим. этого избавиться. Просто у тебя сидит мысль, что я есть тело, и ты пытаешься о ней говорить. Мы говорим о том, кто смотрит на тело. Мы говорили, что во сне нету твоего тела, но есть ты. Вот мы об этом ты говорим. Правильно. Вот. Там ты не помнишь, там у тебя нет проблемы тета-хилинга. Там у тебя нет проблемы неправильных мыслей. Ты там просто ты. Да, я там я, но я... Но там со появляется, своими смотри, мыслями, я там- смотри, появляется я тело, живу- я и живу появляются мысли от тета-хилинге, о проблемных мыслях, надо что с этим делать. Но ты и осталась. Кто это ты? Во сне ты не была затронута ни родом, ни телом, ни мыслями дурными, ни проблемой тета-хилинга или еще чего-то. Где? Во сне. Да. Я могу во сне проживать свои реальные вещи. Какие реальные? Что такое реальные вещи? Страдать, да. Что такое реальные вещи? Ну, отношения, Что такое реальность? ну, которые происходят вот в реальности, вот в данной. В какой данной? Сколько реальностей? Вот здесь. Вот, например, мне сегодня ночью может... Во сне. Ночью мне может присниться сон, как мы тут сидим. Сон – это реальность или нереальность? Наша реальность. Ну, я это увидела, значит, для меня это реальность. да. Это вот здесь реально или нереально? Наша Ну, реальность. на данный момент... Во сне твое... Все, поехал? Да, счастливо. Во сне нет тела. Ты помнишь там о проблемах, связанных с телом?
я там не помню о проблемах, связанных с телом, я там помню о проблемах, связанных с конкретным другим человеком, который является, например, там, не знаю, кем, так, другим я, например. Хорошо. Да? То есть я имею проблему. Вот ты там помнишь не все, что происходит типа здесь с телом. То есть память там не полная, частичная. Но ты есть. Найди того, кто есть всегда. Зачем тебе вот эти явления? Что ты в них вот там пытаешься в этой воде? Это круги на воде. А что ты рекомендуешь ей? Вот как ей справиться с ситуацией? С какой ситуацией? Ну вообще, всем человек, людям, да. наверное, я думаю, что все этого хотят. Ты через Может, я мозг не знаю. можешь ощутить это, Кажется, что все хотят если что-то. мозгом понять, но ты должен вот это провести, вот это вот соединиться со своим высшим я, и только тогда это ощутить. Вот какие Ты есть не техники, можешь. чтобы это ощутить? Кто такой соединяющийся? Ты и так оно есть. Я знаю. Если Человек, нет, когда это- мы рождаемся, у нас вот эта вот граница появляется между тем, что я есть, и тем, что я рождаюсь. Это граница Забудь. передана, Это просто память сейчас занавес. говорит. Это сейчас говорит память, это какие-то просто мысли. Уберите мысли. Оставайтесь в чистом, Как в чистом, убрать мысли конкретно? наблюдайте ум. Как только появляется мысль, не ныряйте в мысль, оставайтесь в чистом присутствии. Это ваш чистый источник. Он не запятнан никакой мыслью, не запятнан никаким проживанием, даже самым сильным, которое вы назовете самым ужасным. Но это назовете вы личность. Это легко сказать, уберите мысли. Это трудно это сделать. Нет, это, ну, как бы это образно, уберите мысли. Просто не давайте им силы. Вы даете им силы, они живут за счет того, что вы силу им даете. Понимаем, как это сделать, убрать мысли. Наблюдать ум, Как наблюдать? задерживаться в источнике мысли. Только мысль появляется, ты раз вниманием, в самом внимании пребываешь. То есть ты начинаешь думать эту мысль, да? Нет, ты не думаешь ее, ты в нее смотришь. Вот как в нее смотреть, расскажи. Просто вот смотришь в нее и все, как в нее смотреть. Ты есть само смотрение. Обнаружь смотрение, будь смотрением. Обнаружь внимание, будь самим вниманием. Не ныряй. Мысль появляется, она начинает затмевать это. И ты как будто в ней внутри находишься. Не распаковывай ее. То есть одна мысль цепляется за другую. Одна появилась, ты в ней уже. Дальше другая, дальше третья. Только через дыхание, да, получается? Да любой инструмент, как у вас, не обязательно через дыхание. Мы спрашиваем, какой инструмент. У каждого свой, да, без разницы, без разницы. Лиза, что ты знаешь? Не Говори. медитация, да. Медитации можете пробовать. Наблюдение за умом, наблюдение за мыслями, как рождается мысль. Смотрение на смотрение, внимание между мыслями. Ну вот тогда. Быть вниманием во внимании, можно так сказать. В этом а какой смысл, вот вообще, вот конечный смысл какой? Вот и в эту мысль смотришь. Прямо сейчас. Хорошо. Дальше пошел ум, и опять в него смотришь. Видишь, ты из него не выскакиваешь. Он у тебя опять мысль закидывает, ты опа в нее такая, и дальше. Вот ты прямо сейчас должна это пытаться поймать, этот механизм. Нужно концентрироваться, больше внимания уделять на концентрацию. Может, на бумаге писать, нет? Что писать? Мысли? Да нет. Не надо, да? Это еще хуже будет их как бы материализовать. Ну, а для чего? Чтобы держать фокус, ты когда пишешь, ты А, Ты скажешь, эти мысли мне не нравятся, все, Нет, когда ты пишешь, ты пишешь эту мысль, можешь ее потом перечитывать. Вот сидишь и читаешь, и читаешь, и читаешь. И, может быть, так, я не знаю. Я просто предполагаю, как еще можешь сконцентрироваться на мысли. можно на дыхании концентрироваться. Дыхание это На да, дыхании. это самый лучший. Возникает мысль, раз такое на дыхание, вдох-выдох. Я дышу тоже всегда, мне помогает. Можно попробовать медитации. Медитации просто сесть и поискать, где мысль, как рождается мысль, где она. Прям ищите ее, как я рождаю мысль. Это должно быть прям проживанием, практикой. Это не должно быть уровнем понимания. Ну да, типа я понял, я мысль не рождаю, а сам сидит и мысли. То есть это медитация с обнуками. Получается, что тебя она как бы выводит от твоих мыслей, потому что ты слушаешь чей-то другой голос, и ты к их мысли прицепляешься. Ага, он мне сказал, что это его мысли, я буду следовать этой мысли, и классно мне будет от этого. То есть как бы ты на другую мысль перескакиваешь. Ты за свои мысли перестаешь следить. ну это просто как у тебя. Как private meditation, правильно? Ну, Если просто музыка, то мысли все равно туда-сюда ходят. ну это как, смотри, уму надо на чем-то концентрироваться. Ему нужен какой-то объект. Может быть это чей-то голос, может быть это музыка, это может быть дыхание, это может быть объект какой-то визуальный. То есть уму Огонь смотреть, ну понятно, да. какая-то штучка, на которой ум фокусируется и просто не позволяешь ему растекаться, блуждать. Оставляешь его в самом себе, в источнике, пока он не раскрылся вот этими кучей мыслей. Как бы как вариант, в любой момент. А потом все, это просто, тебе уже не нужно это, не нужен какой-то механизм, ну, какой-то предмет для концентрации. Да,
инструмент какой-то. Все, ты уже в моменте видишь. А кто тогда ты, скажи? Вот ты говоришь, что ум, значит, Ты это ты. Занял ум чем-то, да? Да. А ты это дух, Ты это ты. душа. Зачем это называть? Для чего? Что это слово дает? Ты это то, что вечно. Даже вечно сюда не подходит. Ты то, что есть. Это тоже ты. Это ты, который... Это ты. Просто ты такой маленький, временный. Это тоже ты, это тоже в тебе. И ум в тебе, и мысли в тебе. Найдите там, просто обратите ум вовнутрь. Осознайте, что это не в теле и не там, где-то за пределами я. Это все в тебе, внутри тебя. Но ты можешь быть с этим, можешь без этого, можешь быть окрашен этим, а можешь быть и без этого всего. Что ты от этого не зависишь. Это тяжело, это легко сказать, отпустить многим людям просто тяжело. Это снова мысль говорящая. Получается, да? Когда он приходит к этому уму. Но ты всегда осознан. Не путайте. Много слов, которые вас в заблуждение вводят. Не заблуждайтесь. Не хочется кого-то обманывать. Это просто. Люди говорят, я неосознан. Ты не можешь быть неосознан. Осознанность прийти, она есть. Ты осознаешь же мысль. Осознанность — это внимание, да. Ты осознаешь то, что происходит. Ты бы не смог сказать, если бы ты не был неосознанный. Найдите вот это конечное, кто главный. То, что знает все. Знание всех знаний. Зачем вам знание форм? Найдите знание, которое знает формы. Знание всех знаний. Оно знает все. Правильно. Тотальное знание. Когда, наверное, Лиза это написала, я ей ответила, я что-то все равно осталась при своем, как бы, ну, ты говоришь, что Лиза сейчас мне написала, что вот да, знание, но если первоклассник не пройдет все классы, он не может получить знания, он просто не поймет знания десятиклассника. Ты себя намеренно в это засовываешь, первоклассника, зачем? А можно мне просто вот сказать? И да, и нет. Того, что, Вот тоже хороший по вопрос. поводу того, что вот те люди, которые видят, вот как вы говорите, кто-то вышел, вот видят вот то, что Да. сверху, во всяком случае, вот. Ну вот ты расстановки там делала, это же то же самое, по идее, да? Ну, я хочу про другое сказать, просто вот там в группе, где я там Украине была, вот та женщина, которая там будет делать, сейчас Да. она говорит, что когда ей нужно сделать запрос, выйти в то поле, там нет мыслей. Вот, говорит, сложно, а здесь нужно сформулировать, но когда ты туда выходишь, там нет мыслей. Они просто информацию видят. Да, вот как бы там должно быть без мыслей, поэтому не каждый может это, пока она не остановила свои мысли, все, она туда не шла. А там нет мыслей, там ты как-то это видишь, и там есть знания, но там нет мыслей. Поэтому вот пока не остановишь мысли, ты не можешь увидеть как бы истину. Ну, где-то, как я понимаю, как она. Не берите что-то как за идею. Смотрите, остановить мысли невозможно тотально. Просто имеется в виду, что ум более тихий становится. Да, ты не можешь тотально остановить мысль, это невозможно. Вот ты в таком состоянии находишься, что там как бы мысль даже и не формулируется. Вот там другое состояние сознания идет. Вот. Просто мысли как бы не затмевать. Просто когда много мыслей, можно так сказать, ты не способна как бы между ними проскользнуть. Да? Ты как бы на них натыкаешься. Или иначе ты заблудишься в каком-то странном плане, то есть есть и такие вот там голоса, но это будет просто абракадабра, и только навредишь. А вот если уже там выше, там мысли уже не форма, а других какого-то знания, она другое. Ты заблудишься. Ты не заблудишься. Просто надо понять, что вы все время, ум все время хочет себя формой считать, какая-то форма, которая где-то внутри, но не ты внутри, а все внутри тебя. Вот это надо уловить. Не ты внутри, как кто-то, который заблудился, а все внутри тебя проявляется. Любой мир, тонкий, не тонкий, это все внутри тебя. Вы сейчас думаете о теле, и просто сейчас очень явно ощущается тело. Вы его чувствуете, и кажется, что это вот, и отсюда как бы вопрос, и кажется, что я вот тело, и про тело вопрос. Но когда нет тела, вы есть, и внутри тебя проявляется любой мир. Мир сновидений внутри тебя, не ты внутри сновидения. Ведь это же очевидно, что сон в тебе, из тебя же сделан, тобой является. И персонажами ты можешь там разными бегать, и все что угодно делать. И быть, и осознавать себя и вот этим тем, кто смотрит, и тем, кто внутри картины. Вы все время хотите внутрь картины. Неправильная позиция ума. Вы никуда не проваливаетесь, никуда вы ни в какой мир. Мир внутри вас проявляется. Не вы внутри мира, мир в вас. Вот этого надо поймать. Это очень тонкая штука. Я — это тонкая штука, она
ее нельзя схватить, потому что это ты есть. Как бы, это не объект, который можно притянуть к себе и как-то в него чего-то. Мне очень срезонировало то, что ты сказала, вот зачем ты себя ограничиваешь первоклассником, это правда, по идее. Конечно, ты эту идею носишь, и эта идея тебе будет мешать. Вот и надо распознавать вот эти идеи, которые постоянно сидят в голове и тебя дальше пихают в какие-то неправильные, непонятные поиски длинные. А их там много, они прячутся. Как все эти практики, там, допустим, род, там, или там, если человек ушел из этой жизни, там, вот, поддержка души, которая там переходит, и все это. То есть глобально, значит, этого всего как бы нет, потому что есть одно я, Да. и некого поддерживать. Да, Никто никуда не переходит. Так и есть. О, как жалко. А так хотелось в это поиграть, да? Нравится играть в это. Нравится. Уму нравятся вот эти фишки всякие, Говорят, штуки. если кто уходит, и у него вот эти мыслеформы, эти мыслеформы с ним играют даже после ухода. Вот. Так вы сны посмотрите, во снах то же самое. Некоторые даже не знают, что умерли, потому что они в снах продолжают копаться вот настолько эти мыслеформы. Вот мне, кстати, но это не есть правильно. Когда умер мальчик со школы у меня, нам было лет по 16, у него там, я его видела буквально, и потом я уже узнала, после того, как мне приснился сон, мне приснился, нет, я узнала, что он умер, я его видела 2 недели, потом я узнала, что он умер, и потом мне снится сон, и он мне говорит, я его вижу, мы переходим дорогу, вот так вот друг другу навстречу, я его вижу, я говорю, он говорит, привет, я говорю, Андрей, это разве, как мне сказали, что ты умер? Он говорит, да нет, это все ерунда, я живой, что это было? Вот это вот, видимо, он имел в виду, вот это я, оно бессмертно. Это было то, что было? Да. Он сказал, что я живой? Что это было? Что-то к этому добавить? Ты уже сказала, что это было? Истинно. То есть оно все вне времени и пространства, да, но все равно же есть же все-таки род. Где? Человека. У тела. Тело. А пока вместе себя ассоциируешь с телом. Ты пока ассоциируешь с телом, ты будешь говорить и про рот, и про всякие штуки. Ну, тогда практики кажутся все бессмысленными. А так хотелось, да? А? А так хотелось. Я не знаю, даже на йогу прийти хотелось, а смысл зачем я приходила? Не, ну с телом надо работать в этой жизни, это у тебя тело является большим инструментом, ты можешь энергию прокачивать через свое тело, чтобы у тебя получилось силы. Возможно. Ну, действительно, ты чувствуешь? Не, ну хочется вот сейчас, ну, мне понравилась идея, мне хочется это прочувствовать, и как бы, окей, это все мои мысли. Все. Все равно что-то будет делаться. Ты такая думаешь, что, ой, тогда ничего, все без смысла. А что ж делать, да? Сразу такой вопрос. А делаешь ли? Кажется, что я такой, так, ничего бессмысленно, и... Ты сразу образ такой, и что, я сижу, Амнистия. как будто хочется откуда-то выскочить куда-то, а некуда. Это такая же мысль оттуда же, из того же источника, такая тебя раз, и я сижу. Делай все, что хочешь. А, например, некоторые маги, вот когда осознают уже себя, ну не маги, вот это там, Ну да, а они потом это называют контролируемой глупостью. То есть вот это, Да. тело просто играет. Как у Кастанеды. Да. Называется контролируемой глупостью. Вообще Ты шикарная. понимаешь, что это игра, но ты в нее играешь, да, вот это Контролируемая наблюдатель продолжает. Да. Контролируемая глупость. А, ну так вот, у меня в игре, допустим, есть, ну, вот это мое тело, это игрок, вот этот вот он там, да, на экране, я типа им управляю, вот. Я в эту игру играю и такая, окей, ну я хочу, чтобы вот этот игрок там ему добавить жизнь, там, ну или не добавить, ну типа, как бы постараться сделать его жизнь, там, ему бонусы всякие хелси там собираю, на природе погуляю, босиком постою, там, зубом поделаю, то есть я для вот этого своего персонажа собираю какие-то бонусы. Да, Ну, у типа, них разные персонажи там даже, они даже разные играют. Тут ты профессор, а тут ты какой-то другой, а тут ты, но они это все да, контролируют. так, И получается- даже хихикают над собой иногда, потому что... А это приходит, да. Это приходит. Вы когда начнете это видеть, эту иллюзию, что там ничего нету. пойду сейчас это... Жизнь как смех, это юмористическая передача. Начинаешь над собой смеяться, в какую глупость залез. Магом, понимаешь, как? Практикуя это самое, ты уже маг. То есть маг не в смысле колдун, а маг это ты над Ну, я собой. понимаю, что То есть как бы вот называется. поднимаешь
задумаешься над этим, над сценой. Хотя я уже осознаю, но осознаю, что я осознаю. И они при этом в боевом искусстве там занимаются и все такое, ну там как бы да, поддерживают, тушку подкармливают, Да. Ну вот так как прикалываются. Просто они не привязываются. Божественная игра, Да. они над этим кайфуют, они там если Они кайфуют, да. делают что-то там, или они могут там камень сдвигать с места, какой-то тяжелый, бессмысленный казну. И они бы там, вот как бы они осознают, почему они хохочут там, ну, то есть как бы у них уже на другом уровне идет. Но они То есть есть такая, где-то я картинку в интернете видела, где сидят два буддиста, видела, да, один из спрашивает, раньше, один говорит, раньше я страдал херней, теперь я ей наслаждаюсь. Вот именно так. на самом деле ты можешь наслаждаться, когда ты понимаешь, что это все игра. Но это же надо понять-то еще. Да. Блин. Увидеть. Ну ничего, скоро мы они будем группа, которая все-таки помогает. Кто-то иногда может во сне, Кастанеда заблудился во сне, там и чуть не умер, и вся группа ходила его там спасать. То есть, конечно, когда у них была группа, да, и они там друг другу, и наоборот друг друга подкалывали. Кастанеду брали за вдруг вот эти его старшие маги, он пришел, они его взяли, приковали цепью к ноге, или там за шапкой какой-то на него надели, и сидят, а он как собачка видит, рычит, он думает, что они с ума сошли, роют землю, а они потом говорят, вот смотри, мы положили ножницы рядом, но ты был весь свои эмоции, а мы вот наблюдали, как если бы ты был спокойный. Кстати, классные книги, там шикарно прям, и личность описана. И тут бегал на нас лес, и они при этом потешались, что ну как бы они же не желали ему зла, ну вот так вот даже. Нет, это у Кастанеды. Карлос Кастанеда, там много книг. Кастанеда, там много книг, да. Какая ты сказала, классная книга? Ну это у него целая. Какой фильм был? Серия, у него несколько. По Кастанеде? Именно прям по Кастанеде? Не, я пыталась найти фильм, никто не снял никто фильма, даже удивительно, думаю, блин, наверное, не нашлось, чтобы так передать прям хорошо, то, что это. А книги там много томов, да, вообще шикарно, там, и про личность, как его личность вот это вот трансформировалась, как они там, ну, прям классно. Ну я просто почему-то с Кастанедой подумала больше, знаешь, что он там как-то все про грибы, да про грибы. Вот это просто проблема, это первый дом, и люди вот надо. И я где-то 2 или 3 прочитала. За грибы надо посмотреть, за грибы. Он там грибами и психотропными выбивал, потому что Кастанеда был такой матерый ученый, закостенелый материалист. Такой прям жесткий. Вот я тело, и вот все. Вот докажите мне, доказательная база. Да. Его невозможно было, он просто пытался его сдвинуть в иное восприятие, вот этими, чтобы ум немножко... Именно его, не все. Проблема в уме. Нельзя наоборот, потому что они сразу улетят, но его надо было этими грибами. Поэтому он его там... Люди это восприняли, знаете, говорят, в Крыму пришлось вот этот пиют запрятать, потому что народ ринулся за пиютом, начали хавать эти самые. То есть они как бы ничего не поняли в это, а именно... А грибы начали, поняли, что надо кушать грибы. Надо кушать грибы. Не, ну многие, да, действительно получают опыт через всякие психоделические штуки, такой это и опасность. сдвиг. Конечно, это же тело. Наблюдали за ним, когда он уже сдвинулся, ему хватит. Все то же самое можно и без грибов делать. Грибы – это тело. С телом. Да. Там были галлюцинат, восприятие, ну, такое. Да, просто, ну, как они говорят, у них термин есть, точка сборки, да, они говорят, ну, типа сдвигается, да. Границы уходят какие-то определенные. Да, просто ты начинаешь осознавать, что ты не только это тело. Это и требовалось для него, чтобы выбить его из этой идеи, что я только тело. Когда он начал это видеть, конечно. Это все классно, понимаешь? Это все классно, но! Вот все время это но! Все время но какое-то сидит. Например, вот, ты можешь, конечно, подумать, что ты десятиклассник, да. А события в жизни тебе показывают, что нет. Понимаешь? Всегда есть частный случай, всегда. То есть что-то, какой-то случай, от которого ты отталкиваешься. Ты же не просто сказала, что событие, то есть ты конкретно какое-то, что ты имеешь в виду. Ну, например,
я делаю нерсинг, учусь на нерсинг, да, и я понимаю, что мне нужно много чего делать, я знаю, что мне нужно много чего читать, я понимаю, мне стоят эти книжки, я на них смотрю, и я как бы вроде как понимаю, что вот надо, Так. я как бы вроде бы понимаю, что как бы я, в общем-то, и хочу тоже, но я же не могу сказать, что я их знаю. Хотя, по идее, я бы могла сказать, ой, я уже профессор, там, я уже знаю все, что тут написано. Хотя, в принципе, я-то их уже долго читаю, уже, наверное, и знаю. Но когда я вот так, я не знаю. В ситуации я не знаю. Ну понимаешь? и что? А в чем проблема? Ты хочешь, чтобы ты не брать книжку в руках про медицину там или про что-то и знала все? Вот. Ты хочешь Вот ситхи открыть? понимаешь, Это ситхи. Зачем? Мы не об этом знании говорим. Мы говорим знание, которое знает, вот это не знание. Мы не об этом знании говорим. Ты говоришь об ограниченном знании. Ты говоришь о знании, которое конкретно касается чего-то. Для этого есть книжки, берешь и читаешь, нет проблемы, изучаешь и делаешь. Ну, ты решила же это, как бы, ну, заниматься этим. В чем проблема? Ты хочешь сзади, с заднего прохода, за этим уже тебе дали знания. Зачем? Для чего учиться летать, чтобы не натыкаться на машину? Ты и так между ними ходишь. Мы уже создали себе эти условия. Для чего учиться летать, если ты можешь, чтобы с машинами не сталкиваться, когда ты можешь просто ходить вот так? Поняла, что я сказала? Ну, да. У тебя уже все условия, чтобы ты не выпадала вот в эти лишние, чтобы ты из себя шла. А ум все время так, нет, это не то. Дай-ка я все-таки по-другому сделаю. То есть я их не изучаю, как бы я их понимаю, что я должна, но я это не делаю, потому что я что-то другое ищу, как бы подсознательно. Ты хочешь, ты говоришь, я не знаю того, что в книге. А у тебя идея, что знание это когда ты не берешь книгу, да, и знаешь все про медицину. Там. У меня нет такой идеи, просто я привязала это к нашему сегодняшнему разговору, что мы говорим, что вот как бы мы уже все знаем. Если я уже все знаю. Все это что? Вот здесь. Смотри, что такое все? Я начала про жизнь говорить, что жизнь показывает, что ты не в первом классе. Да. Ну, вот что ты не в 10 классе, а жизнь показывает тебе про что-то. Ну вот как конкретный пример, вот, например, вот я думала, да, я, наверное, знаю. А вот когда конкретный пример случается, я думаю, я ничего не знаю, что с этим делать. Ты знаешь свое незнание. Вот как, про какое знание говорю. Вот. Я знаю, что я знаю, что я не знаю. Я тебе говорю, да. Это вторая классная. Ты про ограниченное знание говоришь. Я тебе говорю про тотальное знание, которое знает все, что все. Ты не про то, ты немножко видишь, надо ум в обратную сторону. Ты знаешь любое свое состояние. Ты знаешь, когда ты не знаешь, ты знаешь. Ты само знание. Вот это надо поймать, и вот это вот прям хорошо на него так прям сконцентрироваться. Мы вот сейчас в конце всей лекции пришли к самому главному. Ты повтори своими словами. Нет, вот это ты не поняла. Ты знаешь, что ты не знаешь. То есть, ты же знаешь. Я уже слышала. Ну, смотри, в тебе есть знания, ты прочитала книжки, ты в этот нерсинг там изучила. Оно даже у тебя, может быть, было еще до того, как ты эти книжки, может быть, я читала давно. И ты считаешь, открываешь, и ты знаешь, что ты не знаешь, и ты эту мысль отмечаешь, и ты радуешься. Я знаю, что я не знаю, значит, во-первых, есть там путь для развития, если ты хочешь узнать, ты пойдешь, если не хочешь, ты не пойдешь, ты уже выбор делаешь. Вот этот, здесь уже есть выбор. Ты хочешь дальше пойти или не хочешь, правильно? Но он как бы всегда есть и нет. Да. Ладно, есть. Понимаешь? То есть, если что-то выбирается, выбираешь. а не потому, что внутри нас есть все знание, которое даже может знаешь, что ты не знаешь. Вот, грубо говоря, вот такой какой-то отечественный институт получается. Это классно. Мне больше всего понравилось, ты сказал, зачем летать на самолете, чтобы объезжать машину, когда можно спокойненько между этим пройти. То есть зачем мы с тобой от большого ума пытаемся изобрести самолет, чтобы ходить, а на самолете. А куда торопиться? Это вечность она. Куда ты торопишься? Вот именно. Да. Если рассуждать, что это вечность у нас, да? Что нету ни вчера, ни сегодня, ни завтра, что вот есть этот момент, и вот мы там проживаем, это вещь. Куда торопиться? У меня тоже проблема, я хочу куда торопиться. Просто живи. Какая польза? Уже надоела эта польза. Просто живи, дыши. Радуйся своему туалету. Да. Я не жадничаю, что туалет, я когда дыши бы еще получить. Я не жадничаю. Я его ищу. Нет, получается, что да, тоже жадность достанет, да, оно все внутри. Больше, мне выпала карта, я раскладывала Оша карты, мы были на этом ретрите, баллист. И у меня последняя карта была, человек идет, а у него на шее еще один человек сидит и путь указывает. Я говорю, что про меня. Я все какого-то человека, который у меня на шее будет сидеть, учитель, или кто-то мне что-то там, самолет будет мне строить. У меня это все внутри, мне как бы это не надо, понимаешь?
То есть вот ты очень классно нашла. Да. А нам написано, что зачем сбрось уже всех, и уже ты знаешь, взлети уже сама, типа, ты все уже сама знаешь, у тебя все внутри. Да, кстати. Не нужен учитель никакой. Так интересно. Ты же сама себя сюда и привела. Импульс, который тебя привел, это и есть твой внутренний учитель, который привел сюда или не сюда, какая разница, другое место. Он движет тебя к себе, чтобы ты развернулась, посмотрела, кто такой я. Знание всех знаний. Вот это знание, про которое ты говорила, это ограниченное знание, это маленькое знание о чем-то конкретном. Ты найди знание, которое ты есть это знание, которое знает все. И не осуждать себя за Но то, это что ты не знаешь. Главное, все что не в осуждать явлениях. себя. Потому что когда ты начинаешь копаться и начинать осуждать себя, ой, все так хорошо живут, а я неправильно живу, что-то такое, вот это самая, мне кажется, большая ошибка у людей, которые начинают подстраиваться под этот мир, а не под то, что он знает сам. Даже то, что ты не знаешь, отлично, есть чему научиться, например. Или классно, мне не надо свой мозг человеческий загружать, мне и так хорошо живется. Я вот травки радовалась, на диване лежать. Наверное, вот так. Получается. Вот это вот осознать, вот это вот, что ты вот это вот высшее я. Что ты знаешь, что ты да. Исследуй, начинай всегда исследовать. Найди всегда то постоянное в любом явлении, в любой мысли, в любом чувстве, в любом состоянии. Ищи то, что постоянно. Распознай то, что неизменно, то, что не меняется, то, что пронизывает это. Любовь к себе, люби себя. Как только ты любишь себя, ты знаешь, что все отлично, все, что не происходит, все правильно. Не смотри на то, что ты смотришь. Будь тем, кто смотрит. Распознай того, кто смотрит. Ты смотришь на что-то. Если ты смотришь на объект, как на чувство, на мысль, есть смотрящий. Надо в смотрящего, а не на то, что видится. Вся проблема, что мы все время как бы в это выпадаем, в то, что видится, и считаем себя этим. Но ты тот, кто смотрит. Начни просто это, как бы запомни, начни это проживать и исследовать. Я тот, кто смотрит на мысль. Я тот, кто смотрит на чувства. Я тот, кто смотрит на какие-то ощущения. И этим будь, тем, кто смотрит. Это он говорит про театр. Или ты сидишь на сцене, или ты сидишь в зале, смотришь на себя. Это потрясающе. Мне тогда так помогло. Да, ты так и есть, и смотришь. Ты как бы, но это даже не то, что, но это не ты, как кто-то. Это, скорее всего, как смотрение. Машка, пока, Сережка, пока. Слева. Адрес знаете. Ты смотришь картину сна, Да, ты смотришь картину бодрствования, ты смотришь на это тело, только не глазами. Ты через глаза смотришь. Вот прямо сейчас. На что, чем ты смотришь на глаза? Давай, твои глаза. На твои глаза? Нет, на свои. На мои глаза, я сейчас не вижу. Ты не видишь, но кто смотрит на глаза? На какие? На свои. На свои. А, кто смотрит моими глазами? Смотри, я говорю, твои глаза. Ты же знаешь, что вот типа твои глаза, да? Ну да. На теле. Ты сейчас на них смотришь. Откуда? Чем ты на них смотришь? Откуда? Где это смотрение? Ты на них смотришь. Ты их рассматриваешь. Я там и смотрю сама на себя. Так, вот это где? Откуда ты представляешь? Я хочу, могу там, могу там. Вот где вот это вот оно? Где? Outside of me. Вот представь себе, что в театре сидишь, на свою жизнь смотришь как на пьесу. Вот, и поймай вот этот, поймай эту штуку, и прям вот задержись в ней, все время вспоминай о ней. А где что-то душа? Где что-то душа? Теле должна быть. Кто смотрит на душу прямо сейчас? Ты на нее так же смотришь, как на глаза, тем же самым. И где вот это что-то, которое смотрит на душу, так же, как на глаза? Окей, то есть душа находится в теле, а кто я? Найди ее в теле. Для начала найди, где она в теле. В теле там уже сказали, там у нас легкие, сердце, где там душа застряла? Там вообще пустота, атом вращается. Вообще пустота. Вот. А где там вообще что в пустоте? Вот это все едино. На уровне микрокосмоса, микромира, все едино. Если бы у тебя сейчас было зрение физическое настроено на уровень микромира, ты бы видела кучу кишащих клеток. Где бы ты, как бы ты выделила меня от себя? Как бы ты разделила? Да. Это все ограниченное. Мы ограниченно видим, и мы судим тем, что мы видим глазами и органами чувств, они ограничены. Но если бы у тебя зрение было на микромире настроено,
Как бы ты поняла, что я отдельно от тебя? Или от нее? Или еще? Тут даже не надо про микромир рассматривать, а про того, кого шорт-сайт. Я твое лицо вообще не вижу, у меня ты блёри, я очки нет, я без очков хожу. Я не вижу тебя, я слышу твой голос, но я тебя не вижу, понимаешь? А если ты видишь хорошо, ты прям каждый кусочек видишь, понимаешь? То есть даже здесь вот видишь, какая разница получается. Так же ты, да. если ты себя смотришь, да. ты можешь себя блёри видеть, а можешь когда-то самое видеть. Да, да. Интересно. А может, все еще вот так вот плавать? Да. И картинка такая бжж, поплыла. И не фиксируется, и не держится, не фиксируется. Окей, да, то есть это как бы такое, как концепция получается. Это концепция, все концепция, и душа концепция. Да, это все, да, это же мы придумали, люди все придумали. Да. Чтобы нас запутать, сами себя запутать. Чтобы сами себя запутали. Тебе скажут, что ты женщина, девушка, тебя звать так-то, и ты с этим всю жизнь ношу ты таскаешь. Ну как что-то детей воспитывают? Ужас. Вот у меня сын сказал, что он нон-байнери. Я говорю, мама, я не он, Что? а я душа. Пожалуйста, не называй меня ни джендер никакой, я душа, и все, и ко мне, пожалуйста, обращайся. Как воспитывать ребенка? Никак, не знаю. Нет, но смотрите, хочется сразу этого выпасть, типа есть что-то другое, типа вот так, как нас научили, это неправильно, а как же надо? Кому надо? Кому надо, да, кому надо. Просто не привязывайся, как есть. Чем эта игра хуже другой игры? Ты создашь другую игру. Ты не будешь называть его именем, но скажешь душа. Ты создашь такую же самую игру, он тоже, также отождествится с душой. Для него душа станет таким же именем, как да, Саша или Петя. Да, какая разница? Знаешь, интересно, иногда бывают люди, которым нравятся их имена, другим не нравятся их имена. Вот родители дали имя, человеку не нравится, он идет там, меняет имя. Это тоже какая-то, получается, есть ассоциация себя с именем. Вот какой-то вибрации, я не знаю что. То есть ты откликаешься, да, это я. То есть, получается, рождаясь в это тело, ты хочешь нести все-таки какое-то знание вот об этом имени, чтобы ну это... А ты прям чувствуешь, что ты это ты. Вот смотришь в зеркало и такая, о, это я. Да, я смотрю, мне так мое имя нравится, я так благодарна. И вот на тело смотришь, такая, блин, я. Мне нравится, да, именно. Мне должно было назвать по-другому. Не бывает такого, что смотришь в зеркало, это вообще кто? Не бывает. Не бывает? Нет, я сама люблю. Будет. А мне так странно, знаешь, у меня когда ребенок родился, сын, и второй, мне вот просто пришло, я вот проснулась с осознанием, что его нужно назвать на букву «Р». И я потом, когда сказала мужу, он говорит, слушай, а я так же самое что-то думаю. Я говорю, ну, мама говорит, это же самое, нужно назвать. Мне кажется, я бы хотела, чтобы мы его назвали, потому что это было, понимаешь? Это была его энергия, это было сказала. Да, какой-то у вас А сразу возникает такой персонаж, у которого проблема. О, а что это было? Было. Назвала на букву там «Р» или на какую, все. Да, проявилось что-то. Ты знаешь, как назвать в этом случае. Вот это уже было высшее я. Оно все высшее. Это все, да. Все выше. Высшие, Нельзя. Даже если ты оно корявое, там какое-то еще там тупенькое ощущается что-то состояние, это тоже оттуда. Просто начни распознавать, откуда, начни себя исследовать, где это все, внутри чего. А животные, значит, они не высшие я. Там по-другому. А что же отличает человека от животных? Надо быть животным. Животные, наверное, я не знаю, сейчас со стороны посмотреть, как мы. И камень не может, он живет и живет, он не может со стороны посмотреть. А нам, но это мы можем придумать, что такое, как камень себя чувствует и как чувствует животное. Мы все время это придумываем. Как ты это поймешь? Ты представляешь, что как камень на себя ощущает, когда на него вода попадает, ты ощущаешь себя камнем, как на него солнце светит, ты представляешь, что ты камень. Вот мы это все придумываем. Ну да, конечно, придумываем. Да? Представляем, как камень. Мы можем, это человек придумать, а камень, наверное, так не может придумать. Ну, нам так кажется, а вдруг может? Да. А как мы проверим? Камень так не может, да. А как проверим? Как проверим? Слушай, ну как поехали, да? Обезьяны, например, на одном острове моют шкурки от бананов там или что делают. И на другом острове они не знают этого, нет, они тоже когда так делают. Значит, тоже у животных есть. А как муравьи строят муравейник? Да, муравьи или пчелы. Да, значит, у них тоже есть высшее. Все едино. Их берет. Вообще получается как один организм. Да, ученые даже делали какой-то эксперимент, они брали. Типа есть какая-то критическая кучка муравьев, ну какое-то количество, когда они раз и вместе прям сообща начинают строить муравейник. То есть прям, и каждый знает свою роль. Вот, и они брали, отделяли там сколько-то муравьев от муравейника, куда-нибудь там вообще изолировали. И они не видели, то есть... один в один. Строили, как строили, как другие строили. Так же самое, как и птицы летят. Что-то, летят. Да.
Кто движет ими? Они там по каким-то волнам, да, мы придумали волны там, они по каким-то, они же, ну это что-то же движет ими. Это вот оно невидимое, на него посмотреть нельзя, оно все пронизывает. И все в тебе. Машуня, есть какие-то идеи? Все хорошо. Машуня спрашивали, есть какие-то идеи? Полно идей? Какие-то идеи. У меня идея, знаешь, что мне, чтобы осознавать, чтобы вот, посмотреть, откуда мысль идет, что мне надо прокачать себя йогой, пранаямой. Вот тогда у меня будет как бы энергия, чтобы как бы не проваливаться, не отождествляться с мыслью, не проваливаться, а именно ощущать, следить, что если я не буду себя достаточно прокачивать в этом плане, то вообще нету шанса. Ну, попробовать надо, но это даст, конечно, оно как бы подготовит почву, ум очистить немножко, и ты можешь действительно реальный опыт увидеть, получить, как мысль там приходит, как ты ее видишь. Вот у меня такое ощущение, что вот это может... Именно такое разотождествление яркое. Это что у тебя, Машуня? Йога, ты Ну сказала? да, что прокачать себя йогой, там, пранаямой, какими-то практиками. Да, телесные. Ну просто не Даешь ум, тонить. наверное, да? Ты ум концентрируешь на теле. Все на ум завязано. Любая Да, для тебя йога работает. Любая практика завязана на ум. Любая. Так можно увидеть, ну, ярче просто, когда практикуешь, тогда Мне все кажется, можно если я ярче. не буду Ум практиковать, ярче вообще увидится. вот, ну, просто не будет шанса. Можешь там, дрова рубить. Тоже хорошая практика. Серьезно. Ум Любой хорошо. объект можно. То есть просто ум раз и такой хопа и о, кто это? А кто дрова рубит? Кто посуду моет? Все на это настроено. Чтобы ум замер и ты такой хопа поймал. Разобрали. Спасибо большое, Анечка. Пожалуйста. Ань, что ты